А кто это у нас тут у кадре? Кто там иде? А кто-то там иде. А кто тут иде? В такой невеликой громаде. А тут иде. Спадар Олег. Олежка, привитание. Лабас вакарас. И я, Маріанна. А йдемо ми по Вінгіс парку знов. Не пройшло і 2 днів. Як ми знов у Вінгісі. Були ми 30 травня. Сьогодні 1 червня. Ой, сябри, сябри. Високаем лето. Вінгіс парку. Віншуємо вас усіх з наступлением лета 2025 года. И, конечно, да, як ты скажешь? Pavasaris, du tūkstančiai, nulis, du šimtai, penki. О, молодчина. Не, 25. 25. Не 250, 25. Ну вот. Метус. Год. Конечно. Глядите мое попереднее видео. Развитываемся с весной 2025 года. І одразу хочу сказати дякую усім, і сябрам, і знайомим, і своякам, і раптовним глядачам моєго каналу, які вже поглядели і нашу прогулку Вінгіс криху раней, яка перед Сопотом там прогулки по Сопоту, і, до речі, прогулку по Сопоті до мора, які вже на моєму каналі. І які ще з'являться відео на моєму каналі. Ну і, звісно, які поглядели вже і сьогоднішні будуть глядіти відео. Тому ми вас усіх... А про розвідку ти сказала? Я ще раз сказала. До речі, ця прогулка «Ідемо у розвідку» у Вінгіс 30 травня має шмат проглядів. Велике дякую, що така цікавість визвала. Ну, ось на сьогоднішній день було 431, по-моему. За 400 перевалило. Для меня это просто супер добрая лічба. Ось. І сьогодні, 1 червня, підходить уже до концу. Чудовне надворі, чудовний день. До речі, прямо по календарю наступило лето. Теплый, да? Абсолютно летний день был. Тут у Вильнюсе просто идет 3-й день святкування холодного борщу. Это вот свекольника. Ее называется калтас как-то там. Холодный. Калтас борщес. Шилтас борщей. Шилтас борщей. И вообще ружовым или бордовым. Там всякие. Шалтом. Ну, мы не ходили покуль. Шилтеровый горячий. Ой. И уже 3-й год они святкуют столько. Полова города Ружовым. А мы вирішили пойти и отзначить, святкувати наступление лета 2025 походом у Вінгіс на наши тренажеры, позайматься и потом перекусить. Такой будет пикничок. Ну и вас мы особливо усіх я ще раз віншуємо з наступленням лета, тому що оно не тільки календарно наступило, і напереді 3 місяці, але сьогодні відбулись вельми цікаві події на території нашої сусідки країни, яка знаходиться на усході від Білорусі. Яка змагається з Україною. Як змагається? Воює з Україною. Змагається, вона напала на Україну, не змагається. Українці змагаються за свою свободу і незалежність, а вони агресори, вони напали і устроили війну. І сьогодні їм у перший день літа вельми, так сказати, моцно прилетіло на 5 аеродромів.
І нават, вось мы уже цэлы дзень, чаго мы так позна і выбраліся, што слухали, ловили все навіны аж под Иркутском. В Иркутске в аэропорт долетели эти дроны. Дроны подъехали до аэропорта на этих, как они называются? Длинные грузовики. На фурах. На фурах, на фурах. На КамАЗах, на фурах. И потом взлетали оттуль и летели по аэродромах. По апошніх сведках 40 самолетов, этих бомбардировщиков тяжелых, стратегічных было пошкоджено. И тому гэта все вельмі важно. И акрамя гэтага яшчэ раней здарылася, два мосты были как бы зруйнаваныя, ці рухнули, ці как яны рухнули, один из них под Брянском, да? Да, в Брянской области, один в Курской. Якраз под мостом проходил пассажирский тягник. И рухнул мост прямо на пассажирский, не на военный. И там есть ахвяры сирот человеческих, ну, цивильных громадян. И у тым ліку, кажется, один ребенок в тяжелом стане. Ну, мы, конечно, коли вернемся, будем глядеть, что там далее. В этой ситуации неведомо, чи это диверсия, чи это подрыв, чи это обринання мостотехнічне. Но цікаво, що спочатку Слідчий комітет Росії вже випустив обвестку, що це не буде обвинувачення, що не буде український диверсант. Але потім зняв цю обвестку. Да. Ось, то есть... Была прибрана эта информация, но они такое уражение, что они сами не ведают, и что поведомлять. Да. Вот, а поколь мы слухали этого Фейгина у Киселева, было такое же опошнее, и мы уже сошли с дому, что по всей России зараз нарушены такие грузоперевозки и рух этих, как их там, да. Этих фур, у всех проверяют. А я одразу сказала, мне цікаво, что будет с кіроўцамі гэтых фуров и грузовиков. И как по нашим таким меркам, да, вот как у нас в Украине, так уже б за годину-две всех бы вылечили, всех бы уже нашли, поймали и покарали. Да, у нас країна маленькая, все. Як там в России будет, не видно. Она не такая уж маленькая, но все-таки. Ну, все. Ось такие у нас сведки. Мы специально это кажем, как для истории. Звестки такие, как бы пройдет час, пройдут годы. А в этом видео уже вот как бы можно будет узгадать, что же произошло 1 червня 2025 года. А мы тем часом, коли вы бачите вот за мной, мы прошли это поле перед эстрадой. Вось она эстрада уже за моей спиной. Ну, а мы наближаемся до наших тренажеров. Мы хотим позайматься. У нас, як завсёды, заплечнички, ось и у Олежки. И мы потом пойдем на нашу скамеечку на пикничок. Ось мы стоим, коля эстрады уже дошли. Папуча уже прошел наперед. Папа, усталявали? Да? Прибиральні були, штуки 4 кабіни. Потім минулий раз ми приходили, їх убрали, але зараз ось 2 я бачу. 2, да? Але ось там я показувала, такі, більш такі, ну, цивільні. Не беленькие, а ось правее беленького. Одразу 4 кабіни. А, 4 кабіни, ну так добре. Спиной к спине, да? Не сэкономили место. Ну, вот там телевежа была бачная. Ну, и мы зараз. Папа, гляди, какое ты древо, такая крона офигенная. Это яка? Черемуха так разрослась. Глядите, до земли эти галинки, да? А глядите, какой ствол. И кольки стволов тут.
дофігіща. Ай, так красиво, глядите, як ветки так от до землі. Ось. Гэтыя так само до землі. І тут цудовненько. Я обожаю древи. Там при уваході в Інгіс, я сьогодні знову, там 4 стоять древи, таких толстих этих. Я з ними розвітуюся і вітаюся. Я кожне обдимаю, ну, прильну туди прям головою, тваром. І я не ведаю, ці я їм віддаю свою теплиню, енергію і любов, ці я, наоборот, від їх набираюся моці, енергії. Ми як би взаємно, я думаю. Я їм даю моц, энергию, и у них набираюсь. Мы не вампирим. Ну что, папуся? Так, что? На этом козырьке этой арены, так. вон на версии, ага. 4 установки, это для мобильной связи. Ну, напевно. Это такие штуки уже в Вильне тут. Такая штука есть на костеле Святой Марии, Девы Марии, там а на вот всех там костелах что? такие так само. Стяг, что ли? Это стяги, а вон там это стяг. То есть використовується это как? Там еще ну, ліхтари, фонари, конечно, есть, все, прожекторы, ну. а електроутимлюку і установки для мобільної связи. Ну что, високо, не треба будувати ту саму башню спеціальну. Ось так. Ну и коли тут концерты собираются, там массовые, треба, наверное, напевно, и связь, и электричество. Що тут у нас робиться? Яка-то молодь кричить. Ну, я сподіваюся, зараз уже з дітьми буде вельми мало батьків. Ще є. І ми свободненько тут порозминаємося. Так, сябри, лето. Зараз я. Так, сябри, серйозно кажу. Лето, судя по першому дню гэтага лета, 1 чэрвеня, обещает быть горячим не столько у прямым сенсе, ну, улічваючи по надвор'ї, але по подіям. І невідомо, як зреагує, уже називають сьогоднішній день як Перл-Харбор для Росії. Я, конечно, думаю, что кіраўніцтва гэтай краіны не оставить гэта просто так. І завтра, 2 чэрвеня, у Вільнюсе буде президент Украины Владимир Зеленский, новый генсек НАТО, тот, который сидел у этого, как его, Трампа, як женщина. И так само представники, я не ведаю, чего там, военные, альбо какие просто кіраўнікі, значит, краін Скандинавии, еще каких-то краін, будет что-то вырашать. И я не выключаю, что этот кремлевский не оставит так это все. Конечно, будет ответка и для Украины, на жаль, ну и нас может это все тышиться. Тому треба укреплять здоровье. Здоровье. Тому, сябры, кончайте курить, пить и лежать на этих на канапах, а давайте хутчэй браться за себе, за здоровье, бегать, прыгать, ходить, плавать, заниматься, гантели, шмантели, все пойдет. Треба узмацнять свое здоровье. Там, это ты тут? А, папуся тут вообще. Ага. Ой, папуся уже пошел в поход. Ой. Во! Так вось, треба браться, и тому что не выключаю, что спотребится шмат силы, энергии и здоровья.
і моцних мышцаў. Таму адпраўляемся займацца. О, папуся, а ты что будешь робить? Массажик спины. О, бачите? Тут и коленочки працують. И тазобедренные, и коленочки. Вот глядите, тут такая вот хреновина, да? О, глядите, с зубчиками такими, с пупырышками. И оно по спине так классно, так это самое робить. Сапраўды таки, да. Массажик, ну и ножки працують, правда? Чудовно. Ой. Гляньте. Да, у 66 год треба над пузиком працевать. О. Шмат уже молодых бачу с животами. Ё-моё. Вот это уже вообще сором. Треба робить зарядки. О. От мне цікаво, чи роблять зарядку наші внуки. А? О. Верхнюю частку мышц там жать. Зараз это нижнюю. Чи роблять наші внуки? Это самое, зарядку. Внуки, робіть зарядку. Каждый день. Да. О, а вот это для сосудов, для кровоснабжения. Вот таким вот стане, лежачи на спине, вы дрыгаете всеми руками и ногами. И, до речі, можно делать навіть и увечері, да, коли, ну, вот такое напруживание снять за день. Ось, але і раніцей, коли... Я в слідчому ізоляторі так робив, хлопець снизу. А что такое? Что трясется? Я такой лежу сверху, а меня не бачишь. Начинается... Ага. Да, это вот как бы кровь там одразу всяка разна. Во, як добре. 99, 100. Это лучше не... А это 101. Этот позор лучше не снимать. Ну ничего, нормально, для 66,5 маль. Я вчера при напрасе реально 5 разов да. подтянулся, так. У меня руки боятся. Ну, так, да. Але у колонии 10 разов потянулся. А что вы сейчас уже набрал вес? Ну, колонии... Зато який ти вийшов з цієї кальоні, як ти виглядав. Може, ліпше не витягуватися? А, ламбада. Гапака. О, папуся теж використовує ось так это тренажер. Гляньте, девка пришла с парнем. Короткой спадница. Гляньте. Вот, молодчина, папа. Спадницы нужно эти самые, на перекладине крутить. А? В такой короткой спаднице нужно луну крутить на перекладине. Ну, добро. Ну, тоже поржут. Хотя бы уже поржут. Хоть поржем. Ну, и ты, папуся,
Малайчина, так. Використовуєш добре. Во, ножки так. Махи, махи, махи ногами. Так. Добре. Ну все, молодцы. О, папуся Малайчина. Ну все. Я могу с видео сделать фото. А как я держу? Кто тут входит? Ну, все входят. Все входят. У меня Вот, все I have хорошо. bad eyesight. Ну, давайте помашем. Ура! Как вас зовут? Юля. Юля, Марианна, Олег. А вы? Борис. А мы из Беларуси. А вы, может, Ну, потом она может прислать вам. Знаете Что что? А вы нам пришлете видео? Да. Вот смотри, а как мы вам? Вы в Телеграме есть? Нет, но можем. А вы в Телеграм знаете? Да. Такое? Знаем, но... Ну все, сябры. Мы позанимались. 1, 2, 3, 4. Познайомились і порозмовляли з такою цікавою молодою парою, дівчиною і хлопчиком, яких ви можете побачити на моєму відео. І вони обіцяли так само, я їм дошлю це відео, і вони себе побачать. Ми набрались сил, да, моці, енергії, здоров'я. Зараз пойдемо на пікнічок, но там уже здиматися не будемо. Так? Ось, так що ми ще раз віншуємо вас з наступившим літом 2025. Зичимо вам здоров'я, обновлення, Зичим доброго надвор'я. Доброго надвор'я. Сонця поболей. Доброго настрою, але не забывайте сачыць за падзеямі палітычнымі, якія адбываюцца ў свеце. Не забывайте, гэта вельмі важна. І всякое можа здарыцца. Сачыце і жывіце поўным жыццём, пакуль нам гэта пазваляе тое самае жыццё. Все, з вами была Маріанна і Олежка. Пакуль. Висагяру.